Здравствуйте! С началом рабочей недели в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В сети появилось видео с пожаром на трассе Якутск-Покровск. На видео запечатлен горящий со стороны кабины большой груз. Подробности выясняются. Покровская Амбра. Масцинометр. Большой груз. Арба. Джокусайочуга Амбра. О, чоктин. Камашев. В столице республики в воскресенье произошло возгорание в жилом доме по улице Халтурина, 18. По предварительной информации, огнем повреждены помещения, в котором находился частный детский сад. В квартире проводился ремонт. Рабочие использовали болгарку, от искры загорелся утеплитель, из-за этого и произошел пожар. Квартира сгорела полностью, сообщили нашему каналу сотрудники управляющей компании жилого дома. В МЧС республики также подтвердили, что пожар произошел по причине ремонтных работ. К счастью, пострадавших нет. В ночь на воскресенье в Алдане горел 8-квартирный жилой дом на улице Комарова. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден сильный дым и открытый огонь из окна. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Эвакуировано 8 человек. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Пострадавших также нет. Виновный и ущерб восстанавливаются. А в субботу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мусоровоза в столице Якутии. Инцидент случился на улице Аюнского. Водитель мусоровоза потерял управление и наехал на припаркованный легковой автомобиль. Грузовик по инерции продолжил движение, в результате чего легковушка оказалась зажата между жилым домом и мусоровозом. К счастью, пострадавших не было. А в Верхнеколымском районе после совместного застолья гость обворовал именинника. По факту кражи в полицию обратился 47-летний гражданин. Он пояснил, что по случаю своего дня рождения собрал друзей и знакомых. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Проснувшись, хозяин квартиры решил сходить на обед к сестре, которая проживает неподалеку. Но перед уходом он забыл запереть дверь своей квартиры. Вернувшись обратно, обнаружил, что из квартиры похищено имущество. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Был установлен подозреваемый. Им оказался 31-летний сосед потерпевшего, который также был накануне у него в гостях. Он случайно заметил, как потерпевший уходит из дома. Воспользовавшись этим, он зашел в квартиру и похитил плазменный телевизор, микроволновку и спутниковый приемник. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». И к федеральной повестке новый малый ракетный корабль Орехово-Зуево успешно завершил переход из Новороссийска в Севастополь. Позже в этом месяце он войдет в состав Черноморского флота, рассказывает Артем Шарунов. У Черноморского флота в Крыму пополнение. В Севастополь пришел новый малый ракетный корабль Орехово-Зуево. Недавно он завершил государственные испытания, после чего был переброшен из Новороссийска на место будущего базирования. Орехово-Зуево – 7-й корабль модернизированной серии «Буян-М» и второй, который войдет в состав Черноморского флота. Торжественная церемония его принятия пройдет в Севастополе через несколько дней. Корабли этого проекта обладают повышенным водоизмещением и вооружены новейшими ракетными комплексами «Калибр НК» с заявленной дальностью в 1500 километров. Предназначены они для поражения как морских, так и береговых целей и потенциально имеют возможность нести ядерные боеголовки. Усиление российского флота в Крыму последовало за инцидентом в Керченском проливе, где 25 ноября были захвачены 2 украинских боевых катера и буксир. После этого Киев ввел военное положение в приграничных районах страны. К мировым происшествиям и снова к событиям Франции. Агрессивно настроенные молодые люди поджигали автомобили в Париже во время очередной акции желтых жилетов. Полиция пустила в ход дубинки, слезоточивый газ и водометы. Арестованы сотни участников беспорядков, рассказывает Сергей Берец. Несмотря на решение властей задействовать 8 тысяч полицейских для охраны порядка в Париже, избежать эксцессов не удалось. В субботу протест желтых жилетов сопровождался актами насилия и вандализма. Беспорядки устроили радикально настроенные молодые люди, примкнувшие к мирным манифестациям. Они переворачивали и поджигали автомобили и вступали в рукопашные схватки с полицией. Горели не только машины, но и рождественские елки. Силы правопорядка пускали в ход дубинки и слезоточивый газ. Для разгона наиболее буйных использовались водометы. Число задержанных перевалило за 500 человек.
Акции протеста начались в ноябре. Активисты провели мобилизацию через социальные сети и вышли на улицы и загородные дороги с требованием остановить рост цен на горючее и отменить новые экологические налоги. Желтые жилеты и примкнувшие к ним представители профессиональных групп, от водителей скорой помощи до железнодорожников, а также студенты и школьники заявляли, что не принимают социальные реформы правительства и президента Эммануэля Макрона. По их мнению, преобразования только ухудшают экономическое положение простых людей. В субботу к пешим манифестантам присоединились моторизованные. По улицам Парижа проехала колонна возмущенных байкеров. На этом пока все. Продуктивной рабочей недели. И, как говорят французы, «Prenez soin de vous». Берегите себя.